Долгожданные годы, часы, минуты, и вот в небе над Сухумским аэропортом появляется первый за 30 с лишним лет международный пассажирский рейс. Жители страны замерли в ожидании, а журналисты со всех абхазских и российских СМИ выстроились, чтобы запечатлеть это историческое событие. Наш самолет прибыл в международный аэропорт Сухум. Эти слова впервые за 32 года прозвучат в небе над Сухумом. Тестовый рейс – это подготовка к предстоящему прямому авиасообщению между Абхазией и Россией. В 13:35 самолет авиакомпании ВТ «Аэро» приземлился в аэропорту Сухума. Первый рейс из Москвы, как это принято, обливают струями воды, так что над фюзеляжем получается нечто наподобие арки. Это добрая традиция, как символический способ осыпать самолет удачей. Аплодисментами и зажигательными абхазскими танцами Сухумская воздушная гавань встречает своих первых гостей. На тестовом рейсе из московского Внуково в аэропорт Сухум прибыли абхазские студенты, обучающиеся в российской столице. Они делятся своими эмоциями и, конечно, радуются, что теперь смогут приезжать домой чаще. Наш полет состоялся успешно. Мы получили массу положительных эмоций. Открытие аэропорта имени Владислава Арзенба, конечно же, создаст новые возможности для Абхазии. У нас только отличные впечатления, эмоции. Все прошло благополучно, удачно, все было отлично. Я просто с первого курса бакалавриата занимаюсь общественной деятельностью активно в ВУЗе. И вот спустя 4 года, считайте, мне выпала такая уникальная возможность посетить Абхазию первым рейсом и первым фактически сойти с трапа вместе со своими друзьями, коллегами. Это достаточно необычно приземляться не в Сочи, а в Абхазии, так как пейзажи разнятся и ощущения совсем не те. Мне кажется, что их достаточно сложно простыми словами описать. Но это, наверное, самые чистые человеческие эмоции, радость. До войны аэропорт был важным транспортным узлом. Здесь совершались рейсы во многие города СССР, а вертолеты летали в разные поселения Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5000 пассажиров в сутки, зимой до 1000 человек. Великолепная взлетно-посадочная полоса, где можно принимать любые самолеты. Выгодные географические условия. Аэропорт практически всегда открыт. Хорошо организованная служба управления движением, современное оборудование. А посмотрите, какой аэровокзал для пассажиров здесь создан после реконструкции по плану социального развития Абхазии. Уникальность воздушной гавани в том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов, как со стороны моря, так и со стороны гор. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в СНГ и составляет более 3 километров. Аэропорт практически всепогодный, расположен в колхидской низменности на берегу Черного моря, что обеспечивает посадку с 2 сторон. Последние рейсы в международном аэропорту Сухум совершались в 1993 году. Зал ожиданий Сухумского аэропорта наконец-то дождался своих гостей. Спустя долгие годы здесь непривычно оживленно. Сухумская воздушная гавань рада своим первым гостям. Это пока что временный терминал и зал ожиданий. В данный момент идет ремонт исторической части Сухумского аэропорта, зданий, входящих в историко-культурное наследие нашей республики. Основную реконструкцию аэровокзального комплекса и строительство административных зданий завершат к лету. В целом сегодня вы, первые пассажиры, смогли в полной мере убедиться в том, что все выполнено качественно, в срок. Сейчас продолжаются у нас работы на новом терминале прилетами. Завершаются работы по металлоконструкциям. Сейчас мы завершаем работы по усилению конструкции исторического терминала, переходим к работам внутри исторического терминала. Также завершаем работу над новым входом. Работы по восстановлению аэропорта ведет российская компания «Инфраструктурное развитие». В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. В рамках подготовки к возобновлению работы аэропорта уже полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса, отремонтирован перрон. Также установлены светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование, необходимое для функционирования аэропорта. Это фактическое подтверждение
технической готовности нашего аэропорта к приему гражданских судов. Вы знаете, что на протяжении всего послевоенного периода для Абхазии было стратегической задачей открытие аэропорта. И вот сегодня сделан первый и практически главный шаг. Мы приняли первый тестовый рейс. Говорить о значимости подобного проекта для Абхазии, по-моему, бессмысленно. Мы все прекрасно понимаем, что открытие аэропорта влечет за собой развитие социально-экономической ситуации в нашей стране. Если говорить о самом периоде реконструкции аэропорта, а это, если брать практический отрезок времени, это даже не полный год, за этот период мы уже получили прямых платежей в бюджетную систему Республики Абхазия более 500 миллионов рублей. И это только на этапе реконструкции. Я искренне поздравляю весь абхазский народ. Я поздравляю гостей республики, которым теперь будет очень удобно добираться до нашей прекрасной страны. Мы всех ждем и всегда рады гостям. Обратным рейсом в Москву полетят граждане Абхазии, нуждающиеся в лечении в российских профильных медучреждениях. 2 пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые требуются обследования и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. 1 пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии, сопровождает пациентов доктор из Чазовского центра, кардиолог. Все необходимое у него с собой для полета есть. В московском аэропорту Внуково будет встречать кареты скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф России. Далее будут доставлены в профильные лечебные учреждения для оказания специализированной высокотехнологической медицинской помощи нашим гражданам. Хотел бы выразить слова благодарности министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко. По его поручению не так давно приезжал академик Бойцов, это директор Центра Чазовского имени академика Чазова, осмотрел пациентов в профильных отделениях как республиканской больницы, так и 2-й городской больницы. Эти пациенты были отобраны с их согласия. Сегодня они отправляются из международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арзенба, города Сухум, в Российскую Федерацию, в город Москва. Пропускная способность нового терминала 1300 пассажиров в час. Это разгрузит КПП ПСО и сделает Абхазию более доступной для туристов. Регулярные перелеты планируют наладить к началу туристического сезона в мае 2025 года. По словам исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта, ряд российских компаний уже заинтересовались сотрудничеством с Сухумской воздушной гаванью. Гугуца Вардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.